доцента Казанского федерального университета, поэт. Спасибо. Ну, поскольку у меня речь идет о газетах, я, пожалуй, как-то не буду я сильно делать вам презентацию, потому что буковки маленькие, и читать вам все равно будет не очень удобно. Я могу поставить, презентация она есть вообще в природе, да. И дело в том, что вот здесь очень старая версия PowerPoint, и здесь презентация моя все равно не идет в том виде. Но я воспользуюсь все-таки этим вариантом, и я поставлю здесь, скажем так, под обложку, чтобы просто посмотрели, как оно выглядело. Да, вот, хотя бы так. Но, вообще говоря, конечно, вот разговор про журналистику, это, как ни странно, разговор про что-то очень сообщающееся, да, то есть очень связанное с этим местом. Особенно, если мы говорим про журналистику 20-х годов, потому что это ведь у нас мековщики, производство, это что-то такое связанное, да, с рабочими делами, именно с производством. И именно эти темы для журналистики 20-х годов, да и для 19 века, они делаются важнейшими. И это те темы, которые наша современная журналистика, скажем так, потеряла. И мы как бы даже не представляем себе на широкий круг интеллигенции, что заявление была журналистика 20-х, например, годов или 19 века, и как та журналистика умела работать вот с такими, скажем, как раз вот с предприятиями, с производством, освещать жизнь рабочих там и процессов, которые там происходят внутри. То есть это такой, на самом деле, большой разговор, на котором мне не хватит этого, конечно, времени, а жаль, потому что я бы представил, конечно. И еще, опять, выступали искусствоведы, работы художников, они есть в фондах, они выставляются в выставках. А с газетами мы сейчас не имеем дела. Мы поэтому и не можем вспомнить, и не можем где-то найти, почитать, как это выглядело. И поэтому у нас нет этого знания, собственно. Вот. И я сейчас действительно пишу историю казанской журналистики 19 века. Вот. А меня попросили делать доклад по 20 веку, где, может быть, в меньшей степени такой специалист. Но я с огромной радостью вот сегодня полистал газету «Многотиражка», которая здесь есть. Это вот газета «Мековщик». Замечательно, причем она показывает 3 разных периода. Там, я не знаю, листали ли вы, смотрели ли вы. Да, то есть это 49-й, это сталинские времена, значит, потом, оттепель, 63-й там и перестройка. Насколько это разные газеты. Но я вам просто покажу для примера, да, вот на этих газетах, которые я не готовил заранее, да. То есть, если мы берем 49-й год, первые полосы, больше всего кто удостаивается больших фотографий, вот иллюстраций на первой полосе? Нет. Сталин, Ленин, большие фотографии, то есть большой объем. Простых людей минимум, то есть может одна фотография где-то на несколько номеров встретится. Чаще всего либо Сталин, либо вообще нет фотографий. Либо Сталин, Ленин, либо вообще нет фотографий, либо одна мать. Вот теперь. Сталина уже гораздо меньше, конечно. Сталина, нет уже. Хорошо уже 20-й съезд. Ленин остался на 1 мая, там на какие-то такие номера. Появляются у нас лица рабочих на первой полосе. Несколько фотографий, прям несколько. Но они такие статичные, они такие вот в круглых вот этих рамочках. Такие, парадные, можно сказать, фотографии. Но уже лица простых людей. И это, конечно, насколько большая разительная разница, просто листаете, даже не читая эти, газеты, а просто смотря на... И, наконец, перестройка, 88-й год.
мы видим репортажную съемку, мы видим уже не статичные фотографии, а как они, ну, то есть там моменты из жизни показаны, выражение лиц внутри события, видим, да? Это потрясающе, конечно. И ведь это мы еще не поговорили про тексты, а тексты там тоже замечательные, ну, потому что, если брать 88-й год, целая полоса под Высоцкого, целая полоса разговора о группировках, значит, целая полоса под концерт Евтушенко, и о нем, ну, большой аналитический материал Евтушенко, не просто стихи. В 40-е годы тоже были куски, например, вот с юбилеем Пушкина, Радищева, например. А ведь это всего лишь вроде бы ДК Миховщиков. Это ведь вроде бы мы должны тут говорить, но сугубо о производстве. А на самом деле там очень много всего. Я, конечно, кое-что чуть-чуть пофотографировал, сделал, наверное, пост. Но где я могу увидеть вот эту газету «Миховщик», если вот я сюда случайно не пришел? Этого, ну, нет, конечно. А многотиражки на самом деле, ну, такое явление. Я просто знаю многих журналистов, ныне работающих, которые прошли эту школу многотиража. Ну, скажем, ну, в среди казанской интеллигенции известен журнал «Казань», Юрий Балашов. Ну, это же он же начинал многотиражку. Журнал «Чаян» всем известен. Рафаэль Халиулов, главный редактор, начинал многотиражку. Ну, то есть, вот, это, значит, газеты, которые издавались вот при заводах, при предприятиях. То есть это была мощная журналистика на самом деле, настоящая кузня цитаты, и это неизвестно. И вообще, про журналистику, конечно, ничего не известно. Ну вот, если брать вот в историческом, вот таком контексте, потому что нынешняя журналистика, она настолько отличается от того, что было раньше. Я вот этот просто проект газет, проект номер, я начинал его, ну, жалко, что я, ну, конечно, у меня еще есть 19 век прекрасный, конечно, 19 век, ну там, я делал недавно доклад по 19 веку, по Казани, опять по Казани, рассказывал про Комсомольскую газету, вот такой деятель, известный сибиряк, отвозник Потанин, вот он в письме писал: газета сейчас важнее университета, газета организует жизнь под области, жизненных, да? Представляете такую фразу? Газета важнее университета. Ну разве мы сейчас можем про любую журналистику сказать, ну, такое? А это было сказано, потому что тогда газета, она действительно в разные стороны жизни, вот области, города, она туда пробиралась, охват с теми же рабочими, если брать 19 век, но ведь собирали, работали с ними и учили их писать в газетах. И в частности, вот был алафузовские рабочие, там был, они же должны были снимать одежду, выходить из своих вот этих предприятий, там, и такая там давка случалась, там, ну, то есть даже травмы получались, там настолько вот были узкие вот эти вот проходы, и так их всех обыскивали и шмонали. Ну, рабочий с помощью написал заметку в газету, и это прекратилось. Или, например, еще один там был Рыклин такой журналист, которого там наш Кафонов назвал, ну, этот человек, ну, он составил список самых лучших вот граждан, ну, Казани, самых вот, которые должны быть, ну, увековечены здесь. И там он называл этого журналиста. Мы о нем не знаем, он неизвестная фамилия. Сибиряки знают, потому что он для них считается одним из основателей. И вот он как раз, ну, там, сибирской журналистики ходит там, в тех городах. И вот он как раз был Скорняк, Кожевенник, и это, конечно, тоже отсылает нас к этому пространству. Блин, я еще не поступил, да? Вот. Так вот он сделал прекрасный материал, например, про мастериц ичиков. Ну вот ичики, вот эти сапоги. И как на самом деле, ну, вот хозяева кожи и перекупщики, и из-за этого, ну, то есть настолько они их обкрадывают, настолько они их, ну, не дают возможности самим вот этим мастерицам хоть как-то развиться и выйти на какой-то уровень. Он полностью проследил весь процесс. Кто скупает, кто перепродает кожу, какие посредники, где вот эти мастерицы живут и так далее. И дальше, ну, описал, почему так происходит, почему на самом деле эти мастерицы ничего не имеют. И дальше предложил свой вариант, что надо сделать, что мы общество, потому что сами они не сделают.
эти мастерицы, ну они же, ну, обычные деревенские вот эти вот, ну или там окраины Казани, вот эти жительницы, они сами ничего не сделают. Мы, общество, должны сделать так, чтобы они получили настоящий доход. И он описывает схему, что мы с вами должны сделать для них. И вот эта журналистика 19 века, которая тоже, ее нет в нашей культурной памяти. Культурной памяти нашего города. Вот про эту газету, этот конкретный номер я действительно делал пост ВКонтакте 2 года назад. Все эти газеты есть на сайте. Это номер, сказано даже, 9 мая 24 года. Любой может посмотреть, открыть. Это на сайте газеты Республики Татарстан. Там у них есть архив номеров газеты, которая... И вот я ставил полосу, современный выпуск на тот момент газеты Республика Татарстан, первую полосу, и первую полосу вот этой самой Красной Татарии. Сейчас я... ну здесь у меня нет. Не надо. Не буду уж я. Ну, короче говоря, вот на первой полосе газеты Республика Татарстан современной, как вы думаете вообще, в какой газете больше новостей? На первой полосе. Ну, сюжет каких-то событий. 24-й или, собственно, 2017. Ну, 2017, 24-й. Кто за что? Большинство за 24-й. Ну, в принципе, я думаю, что даже сама постановка моего вопроса, она, содержала такой намек, конечно. Поэтому такое немножко, к сожалению. Да, действительно, в 24-м гораздо больше. Ну, то есть, на первой полосе номер за 2017 год у нас 8 сюжетов. Полный материал 1, большая часть анонса, смотрите продолжение на следующих страницах. 8, ну, как бы все равно, 8 тем заявлено. Сколько, как вы думаете, мы уже знаем, что больше в номере вот этом, вот на этой первой полосе. Сколько, как вы думаете, если, больше, а тут было 8, сколько сюжетов в газете «Красная Татария» за 24 год? Есть версии? 20. 15, 20, 32. 32 на одной полосе. Вот, и я с этого начал. А дальше, вот про что вы думаете? Ну, то есть, географию теперь посмотрим. 2017 год. Естественно, все новости про какой регион? Ну, про Татарстан. Про Татарстан, это логично. Если мы берем 24 год. 19 мировые новости, 16 Россия, 1 Татарстан. И сейчас мне где-то... не полезу я. Ну, короче, в любом случае, статистика понятна. Я все-таки возьму свой ноут, потому что если его буду читать, а у меня на этом ноутбуке не все скрывается, это у меня будет такая статичная картинка. Ну, предлагал, да, но я полагаю, что у меня своим этим тоже будут какие-то глюки, поэтому я лучше вот с вашего позволения я вообще сяду. Вот. Я пропущу несколько слайдов, которые вот, могут быть интересны, действительно, если мы собрались здесь как такая публика, вот, интересующаяся журналистикой, да, но когда я пришел сюда, стало очевидно, что у нас в целом идет не о журналистике, да, а вот о каких-то связях, там, пространства, институции и так далее, и так далее. Вот, поэтому несколько слайдов я пропущу, и начну я где-то слайда с 8-го. Я вам прочитаю пример новостей. Маленький. То есть вот это вот, очень много, почему так много умещается? Потому что маленькие, да, то есть новость. Товары в деревне Урала. Екатеринбург, 7 мая. Уральско-Сибирский государственный универсальный магазин организовал развоз по деревням товаров широкого потребления, расхватываемых крестьян. Расхватываемых крестьян. Заметьте, газета «Красная Татария» пишет о том, что в Екатеринбурге
универсальный магазин развозит вот эти по деревням, вот эти вот, да. И заметьте еще эту, конечно, эту замечательную фразу, вот эту, расхватываемых крестьянами. Ну разве сейчас будут вот, ну так писать, расхватываемых крестьянами? Всегда показывается адресат. Что вот человеком все заканчивается людьми, для людей. Вот это важная часть, это во многих, я приведу другие примеры. Ну, соседи, например, новость. Ледоходом на Северной Двине разрушен мост Архангельск-Пригород. Унесено много лесных материалов. Тоже вот это лесные материалы, они, конечно, нам намекают на то, что вот мы потеряли, ну, и очень такой живой, и мы можем это потрогать, что называется, и понять, что труд человеческий, материал, потому что это, над этим работал человек. Да. Посмотрим. Так. Вести с Волги. Это еще такой пример. Значит, горизонт воды, перечисляется уровень воды, и дальше пишется так. Крестьяне села Васильева, Вязовых, ну, сел Васильева и Вязовых, ну, то есть Свияжскую Васильева, пригнали дрова в булак, в лодках и паромах. Они выгружают дрова собственными силами, чаще всего женским трудом, и тут же распродают дрова. Высокая вода позволила ввести баржи и паромы к самому городу около дамбы, близ бывшего завода РАМ, для нагрузки. Так хлебопродукт нагружает здесь паром пшеницы, ввозимый из склад. Вот эти слова, хлебопродукт, опять-таки, да, женским трудом, вот это все, конечно, тоже все вот в эту сторону. И вот для примера, опять-таки, вот в этой своей презентации, которая у меня здесь вот так вот нажимается, как мне хотелось, я привожу, но я просто издалека покажу, здесь неважно, здесь читаться не нужно. Просто вот, это вот полоса из современной газеты. Это полоса из современной газеты. И называется «Будет в амбаре, будет на базаре». В Татарстане продолжаются осенние сельхозярмарки и так далее. Кто на фото? На фото у нас крестьяне, что ли? На фото у нас Миниханов ходит по ярмарке. Да. Рядом. Вчера в Казанском Кремле стояло совершенно заседание комиссии координации по работе противодействию коррупции. Мероприятие прошло под председательством президента Рустама Миниханова. Вот, ну и так далее. То есть даже когда мы пишем о деревнях, даже когда мы пишем о сельском хозяйстве, у нас главными действующими лицами становятся первые лица государства. Вот такого в той прессе не было. Хотя всегда была руководящая роль партии, конечно, но партия, ну то есть там не выпячивалась какая-то личность, да, ну кроме Сталина, конечно, он тоже не материал про сельское хозяйство, извините, не про регион, не про картошку на полях там, и так далее. И вот... Разные годы, на самом деле, они немножко разные. Ну, то есть 50-е, там уже все немножко, по-моему, по-другому существует и немножко меняется формат. Ну, вот я сейчас вам на примере вот этой газеты Миховщиков показываю, насколько, ну, то есть там происходят какие-то движения. Мне кажется, что, конечно, чем дальше оно вот увеличилось, особенно там сталинские, брежневские времена, конечно, если брать, вот это вот какой-то, да, ну, то есть ведь у Сталина, например, по сравнению с Брежневым совсем другой стиль, да, то есть там, условно говоря, по ходу какая-то, ну, скромность и скудость, ну, по крайней мере, имиджево и образно, а там у нас было 5 лет Герой Советского Союза, там, условно говоря. Ну, то есть, вот, мне кажется, надо посмотреть, какие годы, и надо посмотреть, как это выглядит. Не обязательно. Не обязательно. Во-первых, рабкоров, селькоров тоже очень много, конечно. И это тоже одна из принципиальных вещей. Вот когда Довлатов свою знаменитую фразу сказал,
а кто же делал все эти вот доносы, да, то есть, ну, конечно, как раз вот рабкоровское и селькоровское движение, оно как раз и воспитывало, формировало вот эту вот культуру доноса на самом деле, среди прочего, среди прочего, конечно. То есть у меня совершенно тоже, хочу, чтобы меня правильно поняли, нет попытки идеализировать то время. Вот. Но я просто хочу сказать, что, например, целые области, связанные вот реально с трудом, с сельским хозяйством и так далее, они в тогдашней журналистике, они работали и они были в 19 веке. В 19 веке журналистику все делали неблагонадежные люди. Ну, то есть, которые находились там, и Короленко, например, об этом писал, что те, кто будут писать историю вот этой вот провинциальной журналистики, обязательно обратят внимание, что всю вот эту самую сильную журналистику делают неблагонадежные люди. И часто они оказывались под арестами и так далее, и так далее. То есть, кто шел в журналистику? Идейные, борцы за счастье народное, готовы рисковать. Туда же шла интеллигенция, профессура, ну кто? Редактор вот этой вот Волжского вестника, Загоскин, профессор, потом ректор краевед там, да, то есть Фукс активное участие в журналистике принимал, лучшие профессора, юристы, которые были адвокатами вот этих самых тоже и рабочих, и какого угодно. Вот. А здесь, конечно, ну, в 20-е годы уже все не так, как в 19-м, просто теперь это все под контролем партии становится, то есть журналистика уже стала совсем партийной, как раз, ну, то есть первый этап, там, 17-18 еще, там, они, там, остатки, ну, потом гражданская война, и именно вот к этим годам, но это же еще и НЭП продолжается, да, то есть, и поэтому здесь все-таки сама журналистика тоже, ну, опять-таки, не такая, какой она будет уже, например, в 30-х, хотя уже есть очень такой, ну, примат партии очень, здесь очень сильно заметен. Кстати, татарской темы практически нет. Вот в этом, по крайней мере, номере. И всего одна есть статья, я ее покажу, она у меня в презентации валяется. Но тогда как раз шло тоже оформление уже советского варианта татарской национальной, территориальной национальных вот этих вот дел. И поэтому татарская тема, оказывается, нужна, но с партийной точки зрения. Для партии это нужно. И там вот в этом единственном материале, где упоминается татарский язык в армии, там слово, условно говоря, татарский 2 раза, а слово партии, условно говоря, там 7 раз. Ну, там можно посчитать. Я вот сейчас... как раз на кого ориентироваться. Ну да. То есть вот получается, татарское появляется, поскольку это нужно партии. Вот. Можно вот такие вопросы обозначить? Можно ли я понимаю, что специально не занимался советской журналистикой, но все-таки какие-то вот точки, вот, может быть, что-то такое было? Каждое десятилетие, вот здесь очень хорошо всегда видно, вот когда ты работаешь с какими-то кусками, вот, да, то есть видно, что происходит в 20-е годы, 30-е, 40-е и так далее. То есть на чем можно смотреть? Вот, на заголовках. Там. Усилить там, это вот там. Это появляется ближе к 30-м годам, хотя уже здесь есть. А вначале, например, более нейтральные какие-то были заголовки. Там, да, вот заголовки, фотографии, то, что я сейчас приводил пример, то есть какие-то элементы, которые мы можем вот сравнить, сопоставить, да, то есть как это меняется. И тогда это прям зримо видно, видны какие-то вещи. Я просто сейчас, говоря о веках, не готов так с лёду, ну, то есть понятно, что сначала идет у них вообще очень много международной информации, это тоже, это потом сойдет, например. Международный будет гораздо меньше, например. Потому что это то есть, собственно. то есть сначала, что мы хотели мировую революцию, например, если вы откроете «Пионерскую правду» 20-х годов, там пионерам, вот этим детям сообщают про какой-то митинг каких-нибудь рабочих, где-нибудь там в Будапеште. Здесь, например, про международную информацию тоже забавно, потому что все новости, которые касаются иностранных событий, они все плохие. То есть арестовали рабочих, случилось то-то, случилось сё-то, 5-е, 10-е, там, забастовки. А вот у нас советские новости, не татарские, да, не Татарстан, а вот советские новости. У нас хорошо, у нас исправляется, безработица улучшается. Здесь приняты меры, здесь... И поэтому общий контекст. Советский Союз выглядит, как государство, лучше, чем Запад, чем Европа. С другой стороны,
Наоборот, в регионе мы подчеркиваем проблемы, которые надо исправлять. Например. И вот я вот вам, был у нас, как бы я показывал свежую страницу из современного газеты, например. Вот здесь, например, такая статья «Наш урожай» называется. Процент гибельных озимых. По Спасскому и некоторых селениях озимые погибли наполовину. По Елабужскому и Свияжскому озимые с желтизной. В Чистопольском на многих властях озимые плохи. По Арскому, Мамадышскому, Лаишевскому состояние озимых удовлетворительно. И это я прочитал только шапку. Вот видите, шапку прочитал, а дальше идет статья. То есть они для статьи собрали информацию по озимым, по каждому региону Татарстана. Не просто цифры, а вот здесь желтизной озимые, а здесь они такие, а здесь они сякие, здесь вот такого рода материалы. Ну сейчас кто может? Коллеги, там, министерство может там озвучить там где-нибудь. А это ведь журналисты делают. Айрат, если вот, ну так, как-то это, подводя итог. Я вам покажу еще тоже так вот с руки. Вот, например, рубрика, видите, «Рабочая жизнь». На этой же полосе вот этот «Наш край». Рабочие, крестьянские, вот эти целые полосы посвящали вот этим всем вещам. У меня, конечно, здесь, ну просто, если подводить вот так вот, то вот эта вот связь журналистики с реальными, ну то есть, а там же они еще, там много пространств было, они занимались многими пространствами. Они, например, писали целую рубрику, что происходит на рынках на этой неделе, как живут рынки. Они писали, например, о том, что происходит в садах, ну, по городу, что происходит в том или ином саду. У меня здесь эти выписки есть. То есть они как раз с пространствами, вот о чем вы говорите, работали, по крайней мере, в 20-е годы. У меня один номер. И столько материала. Они, да, они с пространствами города работали очень хорошо. Что происходит? Ну, я уже не полезу уже сюда, как бы. Вот это, и это ушло из современной журналистики, потому что современная журналистика работает по пресс-релизам, облизывает начальство и не работает с пространствами, и не работает, ну, то есть это же надо же ведь идти, а еще у нас, а как сюда проникнуть? На заводы. Везде у нас рамки металлоискатели, проходки, не пройдешь, вот везде. И получается, мы не знаем, что происходит. Вот у нас с больницами вот эта ситуация. Вот тоже сейчас альянс врачей, например. Не журналистика об этом говорит. Журналистика, по идее, должна была раньше поставить эту тему. Она должна была прийти в эту больницу. Все зашевелилось, но у нас сейчас даже Песков, ну, пресс-секретарь вот этого нашего президента Путина, он же сказал, что, значит, ну да, конечно, в регионах система медицины развалена. После чего? После вот этих митингов, после вот этих вот каких-то вот акций, после независимых профсоюзов, после того, как кого-то уволили, кого-то не пустили, какие-то полиция, вот это все. Журналистики в этой теме не было современной. Журналистика не работает. А тогда была? Она была в 19 веке, потому что тогда рисковали, и тогда нужно, и тогда шли под тюрьмы. И она была в 20 веке, потому что это было частью партийной работы. Ну, партия так она ставила работу. А сейчас у нас нет ни того, ни другого, или есть очень мало. И поэтому сейчас многие вещи делают не журналистика, а блогеры, а те, у кого душа болит, они вот и называются блогеры. Но они, получается, они же, поскольку у них душа болит, они изначально тенденциозны. Блогер — это не про объективность. Это вовлеченность такая. То есть, и получается, здесь тоже есть вопросы на самом деле. То есть журналистика как институт, а что она сейчас вообще делает? Помогает ли она, условно говоря, там, пространству нашему, если мы об этом говорим? Занимается ли она, то есть мы же не знаем. Мы знаем по историям, ну, знакомые, если есть. Вот нам проводники рассказывают, как у них на самом деле построено, как они должны за смену обязательно продать там, еще что-то. Ну, когда случается авария, самолет, где мы узнаем информацию? На чатах, закрытых чатах вот этих вот пилотов и так далее. То есть на самом деле у нас зоны
непроницаемость стали. Вот связанные опять. Ну, любые зоны непроницаемые. Там нет общества. Там только есть сами себе предоставленные, которые там работают люди, и они тоже ведь боятся, потому что они, тоже, начальство там, они не могут со своим знанием куда-то выйти, нет механизма. Ну вот об этом. Всем, кто пришел, всем, кто досидел до последнего докладчика. Я был последний. Да, в итоге должен был быть предпоследний, но последний докладчик, он, в общем, решил, видимо, уже не выступать. Материалы будут, да, я так понимаю, Рад? Мы сделаем вот какое-то резюме. Спасибо огромное, потому что, на мой взгляд, это было действительно очень полезно. Мы много узнали. Я тоже с комментарием. Да. Нет, ты закончишь? Друзья, спасибо большое. Я, к сожалению, пропустила часть последних докладов Ахметова и Айрата. Это было по семейным причинам. Как мы видим, если как-то пытаться обобщить то, что сегодня было сказано, то мы видим, что эти годы, 20-е и 30-е, были таким относительно свободным временем по 20-е и начало 30-е, ну вот мы говорим об этом. Там и 24-й назывался, и 29-й, ну хорошо, мы говорим все равно. Настаивает Анжела. 29-й. Да. Ну вот я имею в виду десятилетие. Все-таки там еще, наверное, остаточно что-то шевелилось. Но мы говорим о таких попытках самоопределиться, да, о том, с каким багажом культурным, конфессиональным и прочим люди, искусство стали осмыслять новую реальность. И как потом в 30-м году, в 29-м году случилась унификация, и этот момент схлопнулся. Но если рассуждать о Казани сейчас, спустя столетия, то вот как мы можем судить по нашему такому историко-культурному исследованию, которым руководила Анже, как раз сейчас в Казани снова такая попытка переосознания, поскольку события последнего десятилетия, начиная даже 20-летия, с тысячелетия до чемпионата мира, стали таким вызовом для Казани, когда она взяла новый масштаб, мировой столицы, стала проводить мировые ивенты, как-то переформатировать свое позиционирование в пространстве, получила какое-то собственное звучание в мировой картине. И в этом смысле, мне кажется, что эти периоды, ну, они могут быть соотнесены в такой момент поиска себя на основании того, что есть. И возможно, что и в той работе, для которой это делалось сегодня, все будет возможность именно попытаться дать новое переосмысление тем мыслям, которые были тогда заложены с точки зрения журналистики. Потому что есть же городские СМИ, они как-то осмысляют, какие новые появились бары, что в них происходит. Не, ну я имею в виду городские СМИ, понимаешь, 2,5 городских СМИ, которые что-то пишут о жизни города такое, блоги. Вот, и то, что касается визуального искусства и наследия промышленного, который успел как-то перезародиться. Мне кажется, очень полезно, что сегодня этот разговор произошел, и понятно, что это только начало, потому что есть еще куча сфер, о которых мы сегодня не говорили. Я надеюсь, мы найдем возможность продолжить говорить. Например, на зимнем Open Space Market можно попытаться поговорить о ремеслах и как они переродились в креативной индустрии. Попробуем это устроить. Всем спасибо, материалы, видимо, будут доступны. Айрат хочет сказать по обращению тоже что-то. Да, на самом деле много тем еще, наверное, должно прозвучать. Может быть, даже семинар, продолжить. Да, как Виктория. Вот. Но у нас, конечно, цель делать и татароязычный продукт, поэтому мы все-таки... У нас, ИРТГ, завтра, послезавтра тоже будут лекции, и они во многом связаны со столетием СССР тоже. Мы, например, собираемся показывать редкие фотографии новотатарской слободы. Вот Альберт Абы, который здесь идет, старожитель слободы, он нам покажет. Много что ищет, находит таблички на Яналифе, написанные начало 30-х годов, мостовая в новотатарской слободе, обращаем внимание, на Волге нашли, а здесь вот тоже нашли, но как-то не особо. Ее, стало событием. Вот. Мы мало говорили о промышленности, да, это вот целое отдельное направление. Вот здесь говорилось о 30-х годах, как, возможно, тоже еще свободное время. Начало 30-х есть относительно свободные времена, да. Есть, например, фотографии, где еще ездят велосипеды, с которых продают цветы, и написано цветы, вот такие, да. Вроде бы уже торговлю начинают запрещать, но мелкая еще торговля
часто такое начинаем запрещать, но рынок такого еще есть. Такие интересные брендированные надписи, да, это можно использовать. Говоря про промышленность, у нас много брендов, здесь вот хорошая идея прозвучала, что нужен ребрендинг этих брендов, Тасма, да, вот кто собственник, здесь прозвучал вопрос, кто собственник этих брендов? Большой вопрос, и как можно их возвратить, потому что эти бренды были известны не только в Татарстане, в ТССР, но на всем союзном пространстве и в Восточной Европе. И столетие ТССР могло бы эти бренды как-то немножко возродить. Вот. Да, упомянуть о них, да. Тот же мехкомбинат, да, меховое объединение Мехсаина Ямашева, Свема, да, и так далее. Что-то в наше пространство начинает звучать, да, Прометей, например, да, что-то еще, конечно, забыто, и можно было бы вспомнить. Спасибо. Рахман Келегас, Виктория. Да, Господи, посетив после 6 уже время 9, уже люди спать ложатся, а мы здесь. На самом деле было очень интересно, но для того, что нас не так много, но я думаю, это даже и лучше. Больше внимания нам было уделено. Все интересно, мне интересно было послушать и про художников. Я, конечно, что-то тоже знала, но тут, во-первых, можно было и вопросы задать, и действительно получаешь самую ценную информацию именно по той теме и за те года, которые мы для себя определили на первой встрече. Я думаю, что если у нас к тысячелетию получится что-то сделать, то столетию, да, то я считаю, что все мы вот с вами здесь будем к этим хорошим вещам причастны. Спасибо. Хорошо было бы услышать по производству, потому что я так понимаю, что это следующая веха. Про архитектуру, про архитектуру я тоже кое-что знаю, там, где она, какие реперные точки, начиная с ТССР, какие организовались районы, какие были проекты, это тоже немножко знаем, но есть у нас более знающие люди. Если будет еще и по этой теме, там, лекции или как это у вас правильно называется, не знаю, с удовольствием приду лично послушать. Ну, вас приглашали как лектора. Почему? Вот у нас в субботу будет Кафель Амиров выступать как лектор. Да. Как знаток казахских улиц. Ну, давайте. От него только одну минуту. Зовут меня Радик Батулев, и больше ничего. Значит, я о чем хотел сказать. Вот в плане по рассматриваемой теме есть две реперные точки, на которых хотел бы акцентировать. Первое. Это наш рынок на Тинчурина. Я 20 лет посещаю этот рынок, вы не представляете. То, о чем здесь говорится, имеет такое глубинное пространство, начиная от плакатов 30-х годов и значков, и тем более на этот рынок вынесли все жители вот этой слободы, много чего. И поэтому вот кто-то как-то эту тему не анализировал, но там есть такие старожилы, вот Алиев, Альберт, многие уже ушли, но практически вот этот акцент в рассматриваемой теме хотелось бы обратить внимание, потому что это единственный центр такой блошиный остался в Поволжье, где вот концентрируется прошлое, настоящее, интересы прошлого, интересы настоящего. Это первое. Вот эту тему надо изучить и глубже, потому что вот за 30 лет я увидел то, что увидеть нормальный человек, невозможно в музее увидеть. Вот, к примеру, о плакатах говорили, а я там видел плакаты 30 века, к примеру, татары на самолеты, осваиваете там новую технику, удивительные. Они сейчас... И это теперь продолжение. У нас появился такой музей соцреализма. Рустем возглавляет. И вот, вы знаете, там такое собрание всего, и никаким образом, разве что только в пространство музейное не выносится, не систематизируется. Поэтому вот, пожалуйста, акцент тоже на это, потому что вот все эти темы там получают отражение. Вот две реперные точки, на которые откуда хотелось бы получать информацию.